день, друзья! Я Петр Цепандин, и я захожу вот в ресторан «Мусхая». Иду в гастростудию. У нас такая концепция родилась еще до Нового года. Мы ее осуществили, благополучно начинаем ее воплощение в жизнь. Будем снимать программу под названием «Просто вкусно». Напросились мы к Семену Тарбахову, шеф-повару ресторана «Мусхая», и мы с ним будем готовить разные блюда. Мы будем звать гостей, будем, может быть, некий традиционный взгляд немножко переворачивать. Может быть, на такие традиционные блюда мы будем по-другому пытаться готовить, показать, что можно сделать из того, что мы привыкли кушать. Вот. И иногда нашими гостями могут быть совершенно разные люди, и они могут со своими какими-то фирменными блюдами приходить. Может быть, их свой взгляд, да, на какие-то такие вещи, которые мы, опять же, привыкли видеть в том или ином виде. Итак, мы идем. Мы находимся в гастростудии ресторана «Мусхая». И сегодня я собираюсь готовить вот этого дикого гуся. И помогает мне в этом Семен Тарбахов, шеф-повар ресторана «Мусхая». Семен? Здравствуйте, очень приятно. Так, сегодня у нас в меню на сегодняшний день по твоей программе у нас дикий гусь. Да. Как ты хочешь его приготовить? Короче, я его вчера ощипал, выпотрошил, вот, и достал, скажем так, внутренности. Я его собираюсь вообще нашпиговать вот зелеными яблоками, зашить в пленочку в рукав и потом засунем его в духовку. Короче, скажем так, это фирменный рецепт от Петра Цепандина. Ну, якобы. Ну, очень хорошо, но если что, я тебе подскажу. Да, ты мне будешь подсказывать. Я буду, короче, смотри, моя тема такая. Я обычно на охоте беру из того, что есть, просто его готовлю. Порубил на куски, духовки, конечно, там нету, да, но сейчас, как говорится, мы находимся в таких условиях, что сам Бог велел его приготовить так, что было бы, ну, максимально вкусно и для того, чтобы получить максимум от этого гуся. Ну, конечно, гусь у нас, скажем так, трофейный, видите, он уже немножко, я его вчера щипал, но кожа порвалась, ничего страшного. Итак, я начинаю резать яблочки. Они, скажем так, кисленькие, да, но они добавляют мне для него максимум вкуса такие. Я его засовываю, так, прямо вот так вот аккуратненько. Достань мне, пожалуйста, эти зубочистки. Обязательно. Так, я, конечно, беру сердце. Я вчера почистил вот желудок на две части разделил. Я его сюда запихиваю аккуратненько, потому что это то, что вкусно есть. Кишки я жарю отдельно, я их не взял сегодня. Горчицу, собственное приготовление, вот на мне она стоит. И немножко, может быть, даже меда добавим. Да? Отлично. Да. Так. О, вот, как раз 2 яблочка. И мы его, чтобы наш гусь не протек, вот так аккуратно зубочистками. Ого. Все. Отлично. Он у меня аккуратно этого, скажем так. И берем горчицу. Берем горчицу. И нам кисточка. нужен немножко перца. Не, я прямо руками его возьму. Да, ложечку дай, пожалуйста, мне. Обязательно. Да. Горчицу я готовлю сам. Она такая у меня остренькая получается. Так, сольце. Аккуратненько вот так. И его нежно вот так его так обмазываю. Я пока подготовлю духовку. Давай. И лист. Давай, и противень, Семен. Обязательно. Вот так, со всех сторон. Аккуратно. Горчица делается для того, чтобы гусь получился максимально мягким. Скажем так, по идее, это, конечно, нужно мариновать заранее, да, но для того, чтобы для кадра я его именно сейчас показать, как это все делается. Вот так. По-моему, соли мало. Чуть-чуть Соли вот сюда, мало. да. Не, на руки можно вот так, ага. И
И вот так. Соль у нас крупная. Ага. И, Как говорится, да. По Она тепловой обработке. сколько ему нужно, она столько и возьмет. Ну, я чувствую себя как бы отлично, потому что мне это тоже вообще концепция очень интересна. И все-таки у каждого, грубо говоря, у мужчины свой рецепт приготовления той или иной дичи. И сейчас, на данный момент, я наблюдаю примерный классический, более-менее, но уже будет с твоим подходом. Да. Но какими-то такими изюминками, которые вроде как бы я выработал годами. Да, я на самом деле охочусь на гуся, ну, лет 10, наверное, да. И каждый раз я стараюсь А если улучшать. не секрет, что-нибудь, да. где ты его добыл? Так, в этом году мне на самом деле вообще не удалось поохотиться, потому что, видите, пандемия, все такое, на Северный Улусы весной нельзя было выезжать. Ну, я так послушался, так боки закона, и решил никуда не выезжать. Гусь этот мне преподнесен одним моим очень хорошим товарищем, как говорится, раньше я людей кормил, сейчас получилось, что в этом году я, сидя в квартире, реально вот так охотился, да. Мне гусей, уток подгоняли, и я даже, честно говоря, не знаю, я вчера в холодильнике, в морозилке своей нашел, но я так предполагаю, это, по-моему, верхнеколымский гусь. И причем осенний, да, потому что я вчера разделывал, он внутри был такой жирнючий весь. Я думаю, он, ну, такой молодой гуменник, и он должен быть очень-очень вкусный. И смотри, мне кажется, даже так. Я начал со временем отличать гусей, которые добыты весной и добыты осенью. Они немножко отличаются, да, весной все-таки гусь огромный путь проделывает, да, и получается, что он, ну, скажем так, редко попадается жирный гусь, а осень они сплошь и рядом, да, ну, то есть я охочусь на северах, Верхоянский, Улуджиганский, и получается, что осенний гусь, он все время такой, каждый гусь такой, пух, мясом такой. Уже такой, готов. Жир готов, да. Ну, то есть реально даже иногда даже в рукав не нужно, все течет, короче, да. Но в этот раз, я думаю, это все равно таки осенний гусь. Давай, мы его Давай. засовываем. Аккуратненько. Ага, аккуратненько. Оп, и мы его туда кладем. Хватило, да? А вот. Ага. Забери, пожалуйста, я пока... Мне надо чуть-чуть руки помыть, наверное. Я ведь измазюкался. А при скольки градусах ты его готовишь? Так, духовку я разогреваю заранее, да, я же тебя попросил, 180 градусов. И я так думаю, где-то час, ну, максимум полтора. Потому что я его же, смотри, еще собираюсь вытащить, скажем так, за 10 минут до приготовления, открыть рукав, намазать медом для корочки и на гриль, короче, на максимальный гриль. Гриль прямо по стеклу смотришь, и такая корочка получается. Все, мы его тогда, он у нас уже готов, мы готовы его засунуть. Вот у нас вот такой гусь. Давай. Опа. Осторожно. Ага. Так, лучше на вторую. Вот сюда, да? Все, гусь у нас пошел. Времени не теряем, беремся за гарнир. Правильно. Да, у нас картофан. И смотри, Давайте новую возьмем для чистки, да? Давай в одну ты чисти, а в одну ты складывай уже чищенную. Да, и потом помоем. Смотри, Семен, вот мы готовим же гуся, да, дикого, скажем так. А как ты считаешь, гусь, ну вот, скажем так, рафинированный, который, ну, либо курица, да, которая куплена в магазине, и дичь, насколько они сильно отличаются вообще? Ой, отличия, по сути, у них огромные, потому что если посмотреть то, что выращивают на фермах, они все-таки используют, ты не раз, наверное, видела там в интернете, то, что пичкают водой, те же для иными, веса, там, для увеличения, да. антибиотиками Говорят, даже. антибиотики, да. Ага. Все-таки дичь, она как бы и в нашей республике это все-таки, грубо говоря, натурально. Потому что сама живность, она потребляет то, что ей нужно. Она сама чувствует, какие витаминов ей не хватает. Она сама выбирает свой рацион. И когда получается все-таки добыть хорошего жирного гуся в дикой природе, я думаю и считаю, что это будет в сотни раз лучше, чем покупной. Так, ладненько. Слушай, еще один такой вопрос. Вот твоя же фамилия Тарбахов. Да. Дед, ну, как говорится, в нашей республике
Ну, кто его только не знает, да? Как считаешь, ну или повлияло ли тебе то, что ты профессию вот такую выбрал, ну, скажем так, давление фамилии или это был... Ну, какой путь вообще ты прошел? Ну, изначально, вообще, я скажу, что мне такой вопрос не раз задают. И вот Ничего бы, да? и все спрашивают у меня, как, что, почему. Ага. Ну, я говорю, коротко, ясно, что при такой фамилии спрос вдвойне. Да, Потому да, что да. все думают, что наоборот, это как бы будет там легко, просто. Но я думаю, что это наоборот сложнее, потому что, ну и как, я как шел к этому? Я вообще изначально выбрал другую профессию. М, Но все-таки со временем понял, что на кухню меня тянет больше. мгм. Таковое, что я, как себя помню, грубо говоря, с малых лет я всегда присутствовал на кухне. Мгм. И И смотрел, как готовят, да? смотрел, и спрашивал, и помогал, тоже готовил с малых лет. Что-то у меня получалось, что-то нет. Все это под чутким руководством. Как бы говорится, кухню, вообще школу, я уже стал проходить примерно с раннего возраста. И примерно уже в таком возрасте, молодом, я уже примерно понимал такие какие-то азы кухни, Какие-то так тонкости, называемые да? там технологические процессы. Когда я учился на своей первой, на свою первую профессию, я понял, А сидя, кем не секрет? я учился на энергетика. А, Но сидя как-то на одной лекции, я понял, что я все-таки просматриваю те же видео в Инстаграме, в Ютубах, что меня, в принципе, уже я понял, что оказывается, меня уже это не это- интересует. а, Но я отучился, получил диплом, поступил в местный техникум сервиса, выбрал его не просто так, по рекомендациям. И там вообще очень хорошее отношение преподавателей к своим студентам. Меня уже, грубо говоря, с первого курса уже начали подготавливать для чемпионата, называется WorldSkills Russia, в который принимают участие также юниоры, студенты. И это очень, по сути, серьезный чемпионат. Там очень много этапов. Сначала пройти конкурс у себя внутри техникума, потом выйти на городскую, потом все-таки представлять республику на всероссийском или же дальневосточном изначально. И вообще кухня – это все-таки моя жизнь. Тогда, а сколько вообще долго надо учиться? А? Но учиться, если посмотреть именно для получения диплома, это обычно стандартно 3-4 года. 3-4 года. Да, чтобы То стать есть, как дипломированным говорится, 3-4 специалистом. года ты получил диплом и сразу можешь пойти в ресторан работать. Нет, изначально. Докторантура? Потому что все-таки начинать надо с малого. Даже вот и во время учебы у нас есть такая Практика. практика, Да-да-да, да, ты учебная помогаешь, практика, производственная смотришь, да-да-да. практика. Там ты уже в практическом процессе уже осваиваешь свою теорию, то, что ты получил от преподавателей. И получается, уже по истечении времени у тебя уже вырабатывается какой-то опыт. При уже получаешь ты диплом, у тебя уже есть рекомендации от каких-то там точек общепита, также называемых ресторанов, столовых, кафе. Ну хорошо, давай задам другой вопрос. Сколько времени прошло с того момента, как ты начал учиться и стал уже, скажем так, вот в ресторане шеф-поваром? Так, это примерно прошло около лет такие почти 9. Ты долго. Да. Долго, да? Давай, у нас картошка почищена, давай Давай ее это уберем. Ага, давай ее помою я. Предлагаю так. Сейчас его примерно подготовить Ага. и чуть-чуть достать его, выложить вокруг, чтобы он запекся. А затем, когда ты достанешь, ты А, вокруг этого, да? вокруг рукава. А когда ты достанешь, мы проткнем, чтобы его сок вытек.
И чтобы Давай, это был финальный давай. штрих. Ладно, так, да. Картошка у нас помыта, почищена. И смотри, вместо того, чтобы ее просто в воду бросить, ну, так, скажем так, банально, да? Да. Я иногда ее делаю так. У меня это жена научила, да? Мы были в Грузии, узнали, что такое сванская соль, купили немножко. Это вообще, конечно, прелесть, да? Но так как ее уже нету, я обхожусь смесью всяких этих. Я вот Семен мне приготовил. Так, что у нас тут? Паприка, Паприка, куркума, куркума, базилик. да? базилик и у нас кориандр. Кориандр, да. Я ее, картошку, Крупно? крупно, нет, я ее режу вот на вот такие дольки, короче. Бывает, знаешь, это... Как картошка по-домашнему. Да, по-деревенски. По-деревенски. Макдональдс ее называют по-деревенски. Вот так я ее режу. Она так и выглядит аппетитно, ее можно брать рукой, потому что же картошка же именно вот таким образом приготовлена, она может быть вкусна, даже если она, скажем так, остынет. Вот так я ее режу. Это, конечно, долго. Ну. Скажи, Семен, еще такой вопрос. Вот 9 лет ты учился, начал работать. А как вообще блюдо отличается, скажем так, ну, блюда повседневные и, скажем так, ну, типа парадные на выход? Есть какое-нибудь отличие, да? Потому что, да, ну, праздничное, потому что, ну, одно дело, ты дома приготовил, да, просто, а иногда говорят, о, нифига, как в ресторане. Вот, Ну, вот это расскажи. Да, это как бы встречается, но все-таки есть немножко маленькое разделение. Грубо говоря, говорят, как от домашней кухни от до ресторанской, да? Но это смотреть надо от класса человека, получается, как он готовит, именно, грубо говоря, его руки, сами знания, потому что если говорят тебе то, что ты в домашних условиях приготовил, как в ресторане, это же очень хорошо. Подача красивая, да? Подача. Ага. И все-таки, ну, вот та же подача тоже играет роль большая. Но если посмотреть, все-таки есть разделение, потому что человек приходит в ресторан Не только кушать. не только кушать, он приходит отдохнуть, немножко выгрузиться после тяжелого рабочего дня. И когда все-таки человек вкушает примерно, грубо говоря, тот же оягос в домашних условиях или же оягос в ресторане, все-таки есть различия. Там делает это более, может быть, даже качественнее, или может какие-то полуфабрикаты используются тоже более дорогие, которые, ну, в принципе, в домашних условиях ты думаешь, ну, что мне это такое? Давай, Я возьму такую. сделаю да. и всё, да, Да, да. и все. Ну, тоже подача, вот ресторанская подача, она же все-таки тоже отличается. Ну, да. А в доме, если у тебя чуть-чуть подгорело, ты все равно, ну, пойдет. Да, пойдет, да. Ага. Слушай, а есть какие-нибудь способы, ну, вот, такую повседневную еду, ну, улучшить ее вкус? Опа. Улучшить? Ну да, я могу, в принципе, тебе совет дать все-таки отмерять не только вот чайными ложками, столовыми ложками, как ну, написано в глазами рецептурах. интуитивно. Интуитивно, А даже я, вот кстати, солю на всегда ощупь. так. Солю На всегда ощупь. так. Я На обычно ощупь. солю, думаю, вот столько пойдет, а потом попробовал и... Потому что Нормально. некоторые не понимают, добавьте столовую ложку. Но Они не понимают, потому что все-таки в домашних условиях они как готовят? Они берут, рецепт интернет, ну, да, начинают руками копать. посолят, примерно сколько помнят, уже как бы опыт им подсказывает. И По-моему, вот этого надо для цвета. давай побольше все-таки мы добавим, нет, Это паприки. ага, паприки, Да, для цвета. для цвета. Это все будет очень Да, отлично. да. И соли. Давай мы соль тоже добавим, крупную соль. Крупную давай. Вот сюда. Мы прямо вот так добавим. Я люблю, знаешь, еду мять. А. Так, как говорится, отдавать частицу любви. Кусочек, Готовить с любовью надо. Да, кусочек души. Потому что я готовлю, люблю готовить, да, но не всегда, конечно, получается, да, но считается, что вот так же, как бы душой, если приготовил, особенно для своих, особенно когда ты сам добыл, сам выловил, и это начинаешь готовить для друзей, для знакомых. Да, это вдвойне приятно, это, ну, скажем, это как-то кайф. Вот так. Ну что, картошка у нас Давайте готова. она Я пошел чуть-чуть опять постоит. Ага. Я добавлю чуть перца. Ага. Черный перец, да? Да. Обычный. Хорошо. Черный горошек. Мы его вот так
И все. О, красота. Чуть-чуть постоит, питается. И как ты мне предлагаешь, гусь у нас уже практически готов, скажем так, да? И вот картошке нужно в таком состоянии, мне кажется, минут 20, ну 25 за глаза Ну, хватает. 25 точно, 25, чтобы быть да, наверняка. 25, да, с корочкой. Предлагаю его выложить сейчас, чуть-чуть Вокруг? достать противень, выложить вокруг. А потом мы, когда начнем его, он чуть-чуть уже пропечется до половины, грубо говоря. А потом, когда ты достанешь, как ты мне объяснял, чтобы придать ему корочку, раскрыть его сок Раскрыть. вытечет, и Как раз картошка пропитает берет картошку. как раз вот этот сок и жир. Отлично. Все, тогда вытаскиваем? Да, Давай. О, гусь у нас уже. вкладываем. Ага. И мы его Давай выкладываем. хаотично вокруг. Давай. Вот так. Обычно же иногда просто с гусем вместе гарнир делают. Ну Но да. я считаю, что это неправильно, потому что, допустим, даже уху я готовлю, да, рыбу в самую последнюю очередь. Потому что... Так. Ну, тут уже смотря от, грубо говоря, кто как любит. Да, да, не, ну потому Ну, что смотрение. гусь готовится 1,5 часа, да, картошка 20 минут. Мне кажется, картошка уже через 1,5 часа, она же вся высохнет. Ну, кто-то любит прям, чтобы она чуть ли не до состояния там обжаренной под самый Не, ну неполучка все равно будет. какой-то некий тайминг, я считаю, что он должен быть. Так, Итак, дальше. я вот хочу именно спросить, да, как ты вообще относишься вот именно к охоте, к рыбалке? Ну, считайте, что я охотник. Но я большей мере, считаю, да, не, но я себя считаю больше рыбаком. Потому что я вообще всю дорогу рыбачил, а потом мой один старший товарищ, Саша Тостыгин, однажды взял меня на большую охоту, скажем так, да, и после этого я стал охотником. И, ну, все друзья знают, что я охотник, А что рыбак, тебя сподвигло? рыбак-охотник. Может, какой-то момент был? А? Или осознание того? Вот, Не знаю, представишь, это, ну, мы же как, по национальной принадлежности, наверное, да, это сидит в крови. Взял, пошел, начал, понравилось, все. В последнее время у меня горы, например. Я вообще первый раз ходил в горы и подумал, да ну нафиг, я вообще никогда в эти горы не пойду, да, но стал сейчас горным охотником. Я уже лет 5 по горам хожу все время. По горам хожу уже с ружьем. Раньше просто по горам ходил, а сейчас с ружьем хожу. На баранов, у например. тебя были охотиться. какие-нибудь там опасные моменты? Ну это куча, да. Ну Самый такой запоминающийся. Да. Вдруг вышел с палатки, а там медведь перед тобой стоит. Не, ну прям таких не было, да. Не, ну бывали моменты, когда, да, вот в кустах медведи, короче, там видел, да. В этот раз, например, мы с братом ездили на сплав. Там тоже был момент, когда вот прямо вдвоем, без ружья, мы где-то 2 недели по горам, по рекам прошарахались. Тоже там были моменты, да. Ну, так, чтобы вспомнить, чтобы так, ну, прощай жизнь, ну, такого не было. Слава Богу, да. Ну хорошо. Ага. Слушай, у меня вопрос к тебе. У каждого же повара есть некое портфолио, наверное, да? Ну, типа, это я так сказал, ну, может быть, не портфолио, а те моменты, которыми он гордится, ну, вроде как бы, там, кто-то стригет, например, да, говорит, вот я, мои клиенты, вот это. Всегда же так висит, рекламное агентство, приходишь, наши клиенты, да, ну, то есть, те моменты, которыми ты гордишься. Может, кого-то там специально для кого-то готовил, да, кого-то там, Я начну. либо какие-то там, ну, твои достижения, чем ты гордишься в своей профессии? Ну, я начну с того, что вот как вопрос вообще начался, вот с портфолио, да? У каждого повара, шеф-повара все-таки есть, грубо говоря, та же трудовая книжка, где как бы написано, где он работал, кем он работал, на какой позиции он работал. Это тоже немаловажная вещь, потому что если ты вот начал говорить, то что вдруг ты кого-то кормил. Да. Тех же Ну, я не знаю, президентов, просто я там, спросил к президентов, слову. звезд, они же все-таки просматривают, ну, грубо говоря, твой рабочий именно опыт, ну, портфолио, там, трудовая книжка, потому что не с бухты-барахты возьмешь любого там повара и говоришь, вот ты будешь кормить там, я бы точно не стал. там, конечно, ну да. говорить там, грубо говоря, приедет Том Круз, ты должен ему сделать там уху из карася, да? Ага. Но ты это не каждому скажешь. Все-таки ты выбираешь среди кандидатов, кто будет более-менее достоин этого, и в кем ты будешь уверен, что человек не подведет там именно в рабочем процессе, знание его вообще технологического тоже вот процесса именно общественного питания. И чем я могу гордиться? Ну, мы, помню, с командой из Якутии
выезжали на всероссийский фестиваль-чемпионат среди всех регионов, и мы там заняли первое место именно по национальной кухне. Мы преодолели путь с Якутии до Москвы, и наш половина багажа, самое важное, где лежала индигирка, рыба, оленина, это все уехало у нас в Сочи. И мы там... Давай искать по Да, Москве, вообще, или как? и- Ну, то есть, как бы ингредиентов нету. Да, и мы все, давайте уже думать план, грубо говоря, не план отхода, план Б. Да. Так, мы Как приезжаем, поступить, да? мы будем в Чебоксарах уже где-то в 6 или 7 утра, сразу поедем на рынок, потом все-таки мы... Все-таки в Якутии всегда есть моменты, когда можно кого-то найти там, через 2-3 руки, Да, грубо да, говоря, да. там, знакомый По знакомого. Якутии говорят сахамындыр. Да, Вот. согласен. Да. Мы нашли, получается, людей, Ага. которые были в Сочи. И, кстати, это была моя мать. Она ровно отдыхала в Сочи. Я ей позвонил, и У получается... кого чего есть, типа, да? Да, Чуть ли не нет, так, ну не наверное. просто так, а я Да-да-да. сказал, встречай Ага. наш груз, он уехал только что из Москвы в Сочи. Ну. Ага. И это прям очень стрессовая ситуация была, потому что у нас до вылета с Москвы до Чебоксара оставалось буквально час-полтора. Мы уже должны были пройти регистрацию, а наш груз еще не приехал. И буквально вот в тютельку, что в последний момент мы зашли в самолет. Ясно. Ну, то есть, повезло. Повезло. Ясненько. Слушай, а еще такой вопрос. Смотри, у нас якутская кухня, она все-таки национальная. Очень вкусно все, да? Да. Но почему так мало жареного? Почему Это так же мало вкусно. жареного? Вкуснее же. Но это можно передаться немножко к истории, потому что вообще у якутского народа именно, в принципе, не было такого, чтобы что-то там, ну, ты говоришь, пожарить. Растительное масло и сковородки не было. Ну, не просто так, а именно, если передаться истории, то, что можно сказать, у якутского народа было все-таки сохранить это, ну, именно там, ну, тоже жеребятину, рыбу. И сам посмотри, у нас самые именно топовые, грубо говоря, позиции из якутской кухни, это же у нас хан, Да. жеребячий, харта, Да, хатта. ага, суп из потрохов. Я знаю анекдот хатта. Ага, хорошо. Ага. Суп из потрохов. Это все вареное. Потому что, ну, вот в старину, наверное, скорее всего, не было такого момента. Ну, даже... скажем так, особо не изгалялись. Да, Не они просто брали экспериментировали, там не с экспериментировали. кастрюлю или ведро, шли в ближайшее озеро, черпали Воды набрали, воды, бросили, бросили готовили всё. и сели. Да. Даже вот и та же строганина. Ну да. Вот та же строганина. Ее как, ты ее достал рыбу, а оно у тебя в старину, грубо говоря, как дрова лежат, наверное, Да, на да, улице. да. И что Ты делать? берешь, настругал, вот тебе все, ты чай попил, все, готов. Да. Так, Семен, мы находимся в твоей гастростудии. Здесь так клево сделано, да? Вообще сюда каждый может прийти? Да, обязательно. Даже нужно, как говорится. Ага. Вот у нас вывеска тут такая прям минималистическая, модная. Мусхая гастростудия. Мы находимся именно в помещении для мастер-классов, званых ужинов. Можно примерно, если вам надоело просто сходить в ресторан, посидеть. да, Там да. даже просто вот вы общаетесь, вам скучно стало. Ну, вы можете... Давай-ка возьмем что-нибудь свое. Да, и придем, прийти, приготовим, да? здесь приготовить. И, ну, ценовой диапазон примерно цена, у нас, цена у нас именно за аренду у нас, как при банкетах, с человека. Ну, если они хотят, конечно, у нас там коры ягненка, что-нибудь. Нет, это если смотри, такая ситуация, я беру что-то свое, прихожу с друзьями, мы садимся, сколько тут посадочных мест? Человек на 10, да? Да. Да, человек на 10, прихожу, что-нибудь готовлю. Часа на 3. Это, ну, часовая оплата, это я понял. Ну, тут уже более-менее надо будет обговорить именно моменты, потому что обычно в цену заходит сразу и аренда, и пару, есть можно- пару позиций блюд. Можно арендовать. Да. Ну и вообще в последнее время у нас все-таки модно
приехать с компанией, даже Да, отпраздновать день рождения. Да. Ну и весело же. Не просто сидишь за столом, Да, а всё ты наблюдаешь. готовое ждешь, Да. а тут, прикинь, сам приготовил, да, для своих же гостей. Ну здорово, для семьи, Тут для близких. общение да. идет, главное да. общение. Да. Главное общение, как бы Непринужденно. домашний уют как будто идет. Человек расслабляется больше. Ну, ему как бы все-таки обстановка чуть-чуть разряжает это. Ты потихоньку пьешь вино. Красное, Хорошо. например. И Тогда пока мы это все потом- будет готовиться, это идет общение, это как бы и само непосредственное участие в Ну, смена технологическом обстановки, процессе. да. Не все время дом твой, Да. твоя кухня, да? Да. Хорошо. Вопрос. Смотри, я сегодня пришел со своими ножами, да? Вот, я люблю вот своим якутским ножом. Охоте, на рыбалке, да? Дома я вот такой поварский у меня нож есть. Какие требования к ножам? Что вообще самое главное в кухне должно быть? И вот почему я про ножи, да, ну, для меня это такая тема, ну, интересна мне она очень. Ну, ножи, грубо говоря, можно отнестись именно к тому, что смотря какая твоя специализация. У мясника, например, другие ножи, более-менее, вот даже вот маленькие могут быть, они могут обвалочные, заостренные, как бы наконечники. Обдирочный нож. Да. Да. Чтобы его Да. примерно обваливать, именно начать потом отжиловку. Для поваров именно, например, горячего, холодного цеха, удобны вот такие ножи. Так, Они примерно у нас 17,5 сантиметров, 20 сантиметров. И повара всегда смотрят на именно качество стали, его толщину. Сам видел, там бывают ножи, типа вот, грубо таких, ну, таких там 300 рублей стоит, ты думаешь, ну, что такого. А он тебе, ты попользовался пару раз, а раз он от ручки отвалился. Ну, И да, хорошо, да. когда они вот как у тебя, например, летая, чтобы где-то ничего не отвалилось. Да, всё. ну, это, я думаю, это внукам достанется этот нож. Да, а вот якутский нож, да, ну все-таки это наша история. Ага. И как я думаю, что в каждом нормальном все-таки доме присутствие якутского ножа. Ну, у меня несколько. В обиходе он Это- всегда это любимый, да, он в очень обиходе он быстро всегда точится. ну, будет нужен, потому что ну, там настругать рыбу, там, напилить мясо. На охоте я обхожусь одним ножом. Ну, то есть я несколько ножов не беру, да. Ну, вот Ну, да. что, рыба, мясо, картошку, тут же хлеб, тут же надо чуть ветки порубить, да, и он очень быстренько у меня он точится. Вот, раз. Хорошо, да. А ты чем пользуешься сам? У меня вот, например, тоже примерно похожий нож на твой, Ага. если примерно А, ну посмотреть, такой. смотри, да? Ну я видишь, Я же говорю, это примерно 17,5, 20 сантиметров. И тоже, смотри, от ручки все зависит от толщины стали. Например, там может быть дамасская сталь. Это больше, по-моему, так, ну, шинковать и все такое, да? Или Ну, вот все резать нет, тоже? такие ножи называются примерно как у тебя и у меня. Это называется и в обиходе, ну не в обиходе, а именно в общепите, сантоку называется. Там току? Да, они Это более-менее японская? универсальные, да. Ага. Но их сейчас называют сантоку, как бы в общепите именно. Они более универсальны. Может повар и горячего, и холодного цеха, даже мясник, Мгм. в принципе. Есть еще для нарезок более-менее такие японские ножи. Сам видишь, деревянная ручка, все, толстая сталь. Видишь, красивенький. Сам точишь? Да, сам точу. Сам точишь, да? Да, есть специальные же камни. Я вообще не умею точить. Есть специальные камни. И даже в Ютубе, грубо говоря, там Нет, обучающие. ты какой зык, либо там специально как бы это, да? Не, Ну, то есть вот такими, бе- как ты говоришь, дзык-дзык, это точно это не не, подходит. это не то, да? Да, они не подходят, как бы, да. Ну, в домашних условиях они подойдут. А в кухне, когда вот, например, повар холодного цеха, когда ему нужно тонкую нарезку сделать, рыбу, Филейную, да? Вот да, такое, филейную, бывает, там да, очень вот острые ножи, и когда они все-таки говорится, тупятся, Требуют, чтобы- лучше их точить камнями. Есть специальные камни, где, например, есть цифры по бокам. Их называется тысячник, двухтысячник, пятитысячник. ну то есть как бы по шеститысячник. степени затачивания. Да, скажем так. именно по степени Ну, затачивания. как шкурка, короче. Ну, да, Ну, да. разная Ну, шероховатость. там тоже надо уметь. Ну да, видимо, надо учиться, да. Да. Но говорят же, ножи умеют хорошо точить люди ревнивые. А? Ну, точно не знаю. Да. Ну, Нет, я это слышал такое, ну, такое поверье есть. Да. есть такое. Поэтому я жене говорю, я не умею точить, я говорю, не ревнивый, я нифига. хорошо. Ну, я думаю, каждый хороший повар умеет... Ну, должен уметь. Ну, Ну, должен, это часть он не профессии, просто да. должен, он обязан уметь точить Обязан, свой ну. нож. Все-таки это его орудие труда, он этим ну, орудием ну. труда зарабатывает себе на жизнь. Ну, на хлеб. Это, как говорится, без него никуда. Ясенько. Ну вот.
Вот и выяснили, да. Ну, значит, ты вот на работе вот конкретно вот эти ножи. Ну, у меня там есть еще пару ножей, например, ну, для овощей, как у тебя вот тут маленький, там А это почистить. вот для овощей считается, да? Ну, да, для овощей. Ну, в принципе... Я люблю им картошку, например, ну, овощи тоже самое, хлеб, да. Ну, вот Да. это домашний. Ну да. И, в принципе, им можно и там тоже хлеб нарезать. Да, Ничего, да, ну, да. Все что угодно домашние, практически, да. домашние условия. Ну, главное, чтобы ножи были острые. Да. Потому что, если, как говорится, если повар режется, ну, если качественный повар режется, он режется до кости. А, Если у тебя, например, якутским ножом порезаться, именно, ну, я уверен, что он острый, но у поваров бывает так, что ножом можно салфетку резать. Да, да, да. Именно вот когда он однослойный. Даже не А4, а салфетку, да? Да, салфетку. И когда вот режется, это уже точно можно до косточки дойти. Так, косточка, о. Из этого там... Не, ну вообще считается, что обычно люди ранятся ножами, которые не острые как раз. Когда острый, ну он сам по себе идет, а когда ты там усилия Даже какие-то когда да, острый, прилагаешь, да. да, да, и обычно такими ножами. Да, Ну, то есть некачественные инструменты обычно режутся. люди. Согласен. Да? Ну, согласен. И если посмотреть, острым ножом, если порежешься, вот прям как бритва острая, иногда даже не замечаешь. Ну, Бывает. раз, и стоишь, шинкуешь, потом потом все, смотришь, кровь. теплое пошло уже, Ага. и ты такой смотришь, все уже в крови, все убираешь, то, что резал. А такие вот, доску смотри, а убираешь. как быть в таких производственных работах? Ну, наверняка-то они присутствуют, да, в работе твоей? Ну, они присутствуют. и чё Это тогда? не секрет, это ну, Часть. аптечка, конечно, у нас присутствует на Ага. кухне. И если такие таковые... Обвязался перчаточку, да? Ну, не просто перевязался, надо все-таки обработать, посмотреть. Если прям сильная рана, все-таки надо будет поехать, например, в травмпункт, чтобы... А. Если бывают порезы такие, что нужно там наложить швы. Так, про кухню. Про кухню. Что минимум, ну, должно быть в хорошей кухне? Минимум. Ну, да, какой-то такой. Кухня без повара не кухня. Самое главное, чтобы было, что присутствует на кухне, это повар И его душа. и его душа. А остальное он, в принципе, может сообразить. Ну, то есть из того, что есть, да? Да. Если даже нет сковородки, он там, я не знаю, он на тарелке пожарит. Даже так, да? Ну, Да. я думал, ты сейчас ответишь, что самое главное в кухне – это хороший нож, хорошая кастрюля, что такое. Ну, Да, это да, тоже- да. это Не, ну, правильно, как бы видишь, да. какой другой же совсем подход ты Да. преподнес. Самое главное это повар. Да. Потому что без повара кухни нету. Кто там будет готовить? И именно и смотреть, если там по оборудованию, ну, по оборудованию смотреть и самое минимальное количество тех же там кастрюль, сковородок, все это, да, это будет просто стоять без повара. Так что я думаю, самое минимальное то, что нужно, это сначала нанять повара. Мгм. Если ты хочешь открыть свою кухню, ты сначала нанимаешь повара, шеф-повара, и уже после этого ты строишь свою кухню. Как там, по минимальным, в принципе, видениям или же по максимальному. Чтобы там оборудование, там можно и вот По такие его вещи там требованиям, да. по 1,5 миллиона могут стоить. И это от твоего подхода все зависит. Итак, друзья, 1,5 часа у нас прошло, отведенных для нашего гуся. 180 градусов, 1,5 часа. Что, Семен, пора втаскивать? Да, вытащим и будем Да. продолжать. Посмотрим, что случилось. Аккуратно. Я однажды вот так вытаскивал, да, и уронил. Горячо было, а я такие тонкие тряпки взял, так Единичные случаи бывают, конечно. Да, бывают случаи. Ну, так, наша задача, у нас, по-моему, Сейчас картошка уже потихонечку раскрыть. Картошка у нас Картошка, готова. Картошка, я думаю, готова давно. Ага. Она готова. Да. Хорошо. Так, О, мы сейчас... поджарка такая получилась. Можно я Аромат у нас отличный. Так, раскрываем. Запах у нас обалденный. Опа, он немножко как бы это, практически чуть-чуть, что ли, живот скрылся, но ничего страшного. Так, мы берем мед, берем кисточку. Так, давай это дело поправим. Лишний пакет мы уберем из рукава. Типа красивший, да? Оп-оп. Да, осторожно. Ага, жир вытек. О, сколько жира. Я же говорил, это осенний гусь. Но очень-очень-очень жирный. Буквально сейчас жир вытечет, картошка впитает, потому что мы повторно положим его
На чуть-чуть буквально. Буквально, да. Ну, по идее, он уже, смотри, уже Да, как ну, такой. надо немножко глянец нам придать. Ага. Красоту. Не жалей. Не жалей. Ну, я как бы это... Аккуратно все. И ты на гриль поставил, да? Да, обязательно сейчас. Так. Так. Ножички. Ножки. И что, обратно? Да. Я думаю, Да, давай достаточно. еще, давай еще. Еще? Еще. Да? Не беспокойся. Ну, я беспокоюсь. Все. Хорошо, отлично. Это дело кладем. И на верхнюю полочку, чтобы, Да, да? на верхнюю полочку, Самое. буквально на минут 10. Не, я думаю, минут 10 даже много будет. Потому что я однажды тоже, ну, случаи разные бывали, да? Перегрел, это вообще черное было. Ну, конечно, это выглядит не очень хорошо, да, но вкусно все равно. Мед Ну, ничего, нам мы нужен за- для корочки. Для корочки будет, и ну, мы немножко его засервируем, так что ничего страшного. Так, Семен, вопрос. Вот смотри, ты повар, тут как бы готовишь. А дома ты готовишь? Дома, да, готовлю. Да? Ну, в основном готовит у меня жена, потому что я в основном время В на основном на работе. работе, но- Да. Но когда, как понимаешь, там семейные праздники или же просто выходной хочется посидеть с детьми, с семьей, точнее. Я так И, думаю, у тебя дома все время гости. Ну, в последнее время, конечно, нет, потому что у нас все-таки, как говорится, пандемия. Ну да. А так, в основное время, ну, на выходных стараемся там родителей звать, может, близких друзей. И как бы собраться в кругу близком очень, за одним столом, с каким таким основным блюдом. Тоже вот так же изначально, как ты, получается, подготовить там гуся, утку или же там какой-нибудь другой деликатес. Это как бы все, ну, стараюсь тоже с раннего утра все подготовить, как полагается, там, ну, мясо замариновать там, Да. или же гуся там общипать. Так что да, я, ну, в основном, если вернуться к вопросу, жена у меня готовит, грубо говоря, в 80% случаев. Слушай, а твое любимое блюдо какое? Есть такое? Ой, у меня их, если честно, очень много. Но я прям не могу так сильно выбрать прям такой прям колоссально на первом месте. Ну, конечно, на первом месте у меня стоит все-таки ну, домашняя кухня, как бы, да, именно с любовью как приготовить. Но что я люблю больше, ну, если представить выходной день дома, то я люблю обычно там тот же жаркой домашний. Или же, По-моему, даже она вот начинает получается у нас... Трещать. Ага, все, отлично. Все, по-моему, уже все. Почувствовал по звуку. О, Отлично. О, чуть-чуть подгорело, но ничего. Это как бы у нас все срежется. И что? Мы его сейчас сюда? получается, да, мы поставим Давай, ты его- будешь сервировать. Да, я буду сервировать. А мы сейчас сделаем еще одно. Ты пока достань потихоньку утку, гуся. Гуся? Так, картошку. Выкладываю сюда? Да, выкладываем туда. Как получается сейчас в тенденциях модных все-таки доски большие, ты видел? Да. То, что так все красиво кладут. Картошку мы сейчас вытащим, а остаток бульона мы сейчас туда добавим тоже меда, горчицы, и это на сковородке все затянем. Ну, я так никогда не делал, так что мы сейчас давай, сделаем. я пока молчу. Так, а как бы нам вытащить его аккуратно, а? Давайте вот сюда поближе, может быть. Давай. Она горяченькая у нас. Что-то какой-то специальный этот нужен. Да, у нас секунду у нас есть. Что у нас? Давай вдвоем, потому что я могу его за ноги. А, сейчас я боюсь, что это оторвется. Ой. Мы сейчас это все подденем аккуратненько. И главное не спеши. Четкие, быстрые движения у нас будет. Ава! Ничего страшного. Это мы потом уберем, да? Уберем.
какой аромат-то у нас. Да. Давай мы пакет поддень немножко, осторожно. А, и мусорка. Опа. Аккуратно. Все тряпочкой протерем. Я все ем и ем. Так, мы сейчас, Так, и что ты говорил-то про гарнир? Вытаскиваем. сейчас получается, вылови картошку пока. Давай. Я пока подготовлю сковородку. Один гусь, а столько жира. Ну, мне знакомо все это. Не перестаю удивляться, сколько жира все-таки может накапливать один небольшой гусь вроде как. Заметьте, вообще ничего не добавляли. Да. Кроме яблок. Ну, из яблок не может быть только. Господи, это срежьте потом, ладно? Это надо было это, типа шумовки, что-то такое-то. Давай ты, получается, достаточно этого, достаточно. Я сейчас оттуда с остатков сока возьму. И все. Оставим противень. Лишний жир мы. Все-таки чуть-чуть гуся передержали, получается, у нас. Он не должен быть развалиться, но развалился, ничего. Ты там аккуратно зайти, выйти и так нарезку сделать, как бейджиндак. Сейчас мы лишний жир уберем. Да. Так называемый, да? Мы сейчас подогреем сковородку на быстром огне. Получается, самый сок, самый вкус вот здесь кроется у нас. Ну, да. То есть ты готовишь некий соус? Да. На основе вот его сока мы добавим Собственного жира, сливки. немножко сливок добавим. Буквально у нас это время займет немного. У меня жена тоже готовит сливочный соус, и я пока не умею. Ну, то есть один раз сделал пасту, ну, сливочный соус нет. Сейчас мы его затянем. Что это термин такой затянем? Ну, грубо говоря, сгустить. Ну как бы да, лишняя вода выпаривается, типа так, да? Да. Понял. Давай немножко вот Специи. пряность, ну, чтобы освежить. Немножко так. Добавим еще немного. В городе можно, потому что на природе я гуся готовлю. Соль, ну если есть перец, Да. то все. А тут там мы как бы можем все что угодно добавлять. Да? Да. Сейчас он у нас скипит. Так, мы пока подготовим гуся. Гуся? Да. Давай. это- Мы лишний жир отсюда уберем. И резать будешь? Достанем Давай, я отойду вот так. пока... Ну, ты возьми, нашинкуй немножко зелени. Процесс у нас пошел. Да. Так, мы сейчас... Все? Как? Отлично, буквально еще немного. Так, мы выкладываем картошку по соседству. А можно я тоже попробовать буду? Да, попробуй обязательно. Мы так хаотично. Представим, что вот эта доска у нас главное блюдо. Ну Домашнего как бы мы на ней подаем, да? Да. Ага. Выкладем картошку. Можно, конечно, вот прямо вот так.
как ты рассказывал, на охоте. Да. Нет времени для излишеств, мы выкладываем его. Ножом мы буквально, мы не должны его как бы сильно разделывать, мы его... Я бы взял бы этот тонкий нож, нет? Вот этот. ну, я хочу, Ты предпочитаю этот вот хочешь? этот, да. Этим хочешь? Давай. Буквально его надо подготовить, если это буквально, если мужское блюдо, мы его должны немножко вот так подготовить и вот такие разрезы сделать, чтобы если у нас это блюдо идет на компанию, Ага. то уже люди буквально Берут свое берут и все. ясно. Ножку мы тоже вот так поддели, вот поддели, все, буквально. Немножко раскрываем живот, чтобы у нас эти яблоки, по сути, тоже Яблоки тоже можно кушать, да. Находятся люди, Обязательно. которые говорят, яблоки-то выбрасываются. наоборот, нет». они вот Да. самый вкус тоже там. Конечно, присутствует. они же впитывают. Они сами отдают свой сок и свой вкус отдают. И потом они впитывают гуся. Ну, то есть, я Вот у думаю, нас что- соус затянулся. Ага. Так, мы буквально... его- Затянулся, надо запомнить, потому что я не знал такое. Ага, сейчас, секунду. Ей. Можно я буду здесь стоять и облизывать пальчики, и первым человеком, который съест гуся. Я люблю вот такое. Что ты ищешь? Вот, соусница. Вот так? И мы вот буквально его хаотично. Вот так, видишь? Он стал более густой. макать. Да. Макательство. Опа. В домашних условиях это можно положить какую-нибудь креманочку. Все, готово? Немножко мы его припорошим. Еще не готово. Вот готово, теперь готово. Да, теперь готово. Собственный проект от Семена Тарбахова и Петра Цепанина. Готово. Коллаборацион. Пробовать будем? Давай пробовать. Давай. И я предлагаю руками. Руками, Мне кажется, руками вкуснее всегда. руками вкуснее, но все равно, Ну, если что, приборы на всякий Да, случай. ну мы так как на телек, то давай, может быть. Не, все равно руками возьмем. Давай. Я вот это сразу хочу взять. Возьму и вот Надо туда, да? ты сейчас увидишь, что соус. К такой водке подходит. Да, отлично. Я люблю горчицу, конечно, дома, да, но просто привык. Горчица, самое простое. Теперь мы Да, а вот это тоже тема. картошку попробуем. Она впитала Уже Его- я еще не пробовал, его- когда она впитала. его вкус. Гуся. Не просто картошка, а именно вот Картошечка, множеством специй, и у нас еще жир гуся получается. отлично. Айф, я люблю говорить. Здорово. Не, мы должны же кушать так, чтобы у людей появилось желание то же самое, что такое сделать, чтобы... Да, Ну, 8 утра не емши. Мне кажется, любая еда была бы, но это вообще шикардос. ну и если позвать гостей, это у нас получается как главное блюдо вообще. Вообще отлично, но... Я обычно на Новый год, на какие-то специальные праздники, на день рождения люблю готовить. Вот. Утиная грудка даже женскому полу подойдет под красное вино. Ну, Отлично. да. А мужикам уже... Черт, теперь вина захотелось. Да. Класс, Семен. Я думаю, что мы достигли своей цели. Надо еще раз Семену спасибо сказать за твои вот такие изыски, да. Ну, то есть я бы без тебя это бы не сделал бы. Но вот я понимал, что где-то там витает, что, оказывается, такой соус можно сделать, да, картошку можно вот так сделать. Ну, вот видишь. И то само по себе изысканное блюдо, такое, ну, которое не каждый день реально это гуся кушаешь, да, ты помог мне сделать таким, что реально, ребята, это офигеть как вкусно, это здорово, это просто офигенско. И корочка. Кому-то нравится, кому-то нет. Я корочку люблю. Почему я медом-то мажу? Ну да. Ну.
Ну и можно уже прощаться с нашими Ну. зрителями. На этом наша передача закончена. Спасибо, друзья, что нас смотрели. Смотрели нас дальше. Просто вкусно. На канале Якутия-24. Семену спасибо. Ну и мы будем дальше кушать нашего гуся.